у Вячеслава Кобелева воевал прадед. Лично с ним юноша пообщаться не смог, зато услышал воспоминания в пересказе бабушки. Но и их было немного. Когда немцы высаживались в Печоре, они хотели подорвать Печорскую ГРЭС, как он правильно называется? Печорский десант называется. Да, он справился с заданием, живой вернулся домой. В этот раз отряд «Ухтинец» проведет свою экспедицию в Великолукском районе Псковской области. По согласованию с местной администрацией поисковые работы будут проводиться в непосредственной близости от Ступинской высоты. Во время войны в этом районе подразделения 24-й стрелковой дивизии, в состав которых входили преимущественно сибиряки, были сменены подразделениями 28-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Коми АССР, Архангельской и Вологодской областей. Здесь важно еще не просто найти бойца, но еще не потерять то, что у него при нем сохранилось, плюс правильно оформить акт эксгумации, ну и, по крайней мере, чтобы потом передать при захоронении с созданием воинских почестей. Участники поискового отряда «Ухтинец» рассчитывают на успешное проведение очередного полевого поискового сезона. Ведь на их счету уже 75 поднятых бойцов и бесчисленное множество артефактов. Так, год назад удалось найти 2 бойцов. Установить личность каждого отдельно не смогли, но известно. Один из них – младший лейтенант пулеметного взвода. Я думаю, что это, может быть, случайность была какая-то, знаете, не поймешь. Закономерность, случайность. Подняли медальон, оказался с запиской. В течение фамилии установили личные данные бойца. С Новосибирской области, город Курьевск. В своей последней весточке солдат писал девушке, то ли сестре, то ли возлюбленной. Погиб в мае 42-го. Со всеми полагающимися почестями его похоронили в 2017-м. Но для своего адресата, той самой безымянной девушки, он так и остался пропавшим без вести. Получается, на этих местах боев там были похоронены наши отцы, деды. Я считаю, это честь, найти останки. Может, у кого-то сейчас семья есть, которые ждут своего деда, хоть элементарно, бабушку, которого еще, так сказать, не похоронили его лично. С каждым годом, с каждой такой полевой экспедицией все больше павших обретают вечный покой. Вахта памяти 2018 продлится до 3 мая. И как знать, что или кого найдут ухтинцы на этот раз. Мария Кацова, Павел Лаготин, телеканал Юрган, Ухта.